Ой, какие красивые девушки. Toyota Aura. С нашего самолета. Не знаю, да. Надо набирать код. О, ничего себе. Приветствую вас, Владивосток. Это что такое? Прильнули сразу к окну. Что у нас тут на кухне есть? В этой квартире жили китайцы. Смотрим мои видео. Слушай, ничего переводит. Поднялись на крышу. Ой, какой он огромный. И любуемся на 360 градусов. Обзор местной продукции. Все светит. Нет, ты просто нажимай посерединке. Доброе утро из Владивостока. Сегодня 15 июля. Садимся завтракать вот с таким прекрасным видом на Золотой мост. Время по Владивостоку 12 часов. У нас в Ухте сейчас 5 утра. Тяжело, конечно, завтракать, но надо. Мы нажали минус 4 этаж. Сейчас посмотрим, куда мы выехали. А из него не выйти? А, это выезжать. Вот наше здание. Так, мы уже возвращались 3 раза туда-сюда. Вообще просто стрелка тут прыгает. Идешь по стрелке, она бах, повернула, в другое направление уже показывает. То есть доверять этой карте как-то тоже на 100% нельзя. Тут такой бункер, ни опознавательных знаков, ничего, мы побоялись сюда спускаться. Смотрим, женщина-собачка идет. Ну ладно, вернулись, тоже сюда идем теперь. С туннеля вот выходим. Раз ступенька, 2 ступенька. Спускаемся. Да, еще тот требус поугадывать надо. Обувь мы одели удобную, все в кроссовках. Потому что знаем, что ходить нам сегодня придется очень много. Так что должно быть все удобно. А еще в 3 часа по прогнозу погоды, да, дождь должен быть. А сейчас время где-то 13:00. Где-то через 2 часа уже должен начаться. И такая сырость, идем, вот такая влажность. Слово «распрямить волосы» здесь вообще неуместно. Я даже челку не стала распрямлять. Обычно я всегда распрямляю, утюжок с собой вожу. Здесь просто так, никак. Да, ступеньки закончились, теперь вот такой уклон. Грибой специально, чтобы не было так скользко. Будем подниматься. Какое-то тут здание. Кажется, заброшка какая-то, да? Справа красная. На видок вообще не старая. Не знаю, что это. О, здесь зрительный зал. А, арена спорта написано. Факел. Так, дальше вот такая дорожка. Вот, пока шли, познакомились с местной жительницей Владивостока, Светланой. Я говорю, мы из Ухты. Знаете, где Республика Коми находится? Говорит, конечно, говорит, знаем. В Советском Союзе, говорит, все карты, говорит, наизусть знали. Я такая, ладно, понятно. Вот она нам пообещала. Ну, дождик идет. Вот я вот под зонтиком иду, чтобы телефон не мочить. Второй зонтик у нас есть, но что-то пока отказываются наши брать. Вот, она пообещала нам скинуть какие-нибудь такие магазинчики. Вышли на зелененькую улицу. Сейчас Вова скажет название. Светланская. 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 А, вон. Светланская. Запомнил, как назад идти? Что это такое интересное у них?
стройка, бесконечная стройка, я так понимаю, в лесу. Так, дальше идет такая аллейка. К бухте Золотой Рог идем. И слышим, как уже чайки кричат. Там-то вообще не слышно, а здесь вот только повернулись с Светланской улицы, и сразу они тут закричали. Ну все, бухту видим. Вот, пожалуйста. А вот отсюда начинается набережная Цесаревича. Вот с этого места. А еще Светлана сказала, что в этом году очень жаркое лето в Владивостоке. Они начали купаться уже с июня. Обычно у них пляжный сезон начинается с середины июля. И до сентября купаются. Даже октября. Я думала, он траву косит, а он подметает ее вот. Набережная Цесаревича, собственность акционерного общества Центр судоремонта Даль завод, основан в 1887 году. Да, там промзона, поэтому мы пока до бухты, до самой, до водички потрогать, чтобы ее, ну, как бы нет возможности. А, тут есть вывеска. Такой якорь интересный, конечно. Капсула времени. Центр судоремонта вскрыть в 2037 году. Так, конечно, еле-еле все читаемо, да? Даль завод. Год основания 1887. Ну, вот как на всех зданиях и было написано. Это маленький-маленький кусочек Тихого океана. Вот если вот это вот, получается, бухта, как я сказал, бухта называлась? Забыли? Золотого Рога. Золотого Рога бухта, она входит дальше в состав Японского моря, а дальше Тихий океан. Ну, можно сказать, что вот это Тихий океан. Мы на берегу Тихого океана. Да, и она сказала, Мечта идет. Светлана сказала, что оно намного соленее, чем Потому Черное что море. океан намного соленее, чем моря. Потому что моря, они считаются менее солеными, допустим, черное, потому что в него впадают там речки, да, оно разбавляется. А тут Тихий океан, чем разбавляется? Такая масса воды. О, вот наш дом, где мы живем. Сейчас покажу. Знаете, как называется штука? Где? Ее опускают, корабль загоняют, и потом вместе с кораблем поднимают. И там производится ремонт. Даль завод. Начало набережной, поэтому народу пока совсем очень мало, еще плюс дождик, да будний день. Подсохнешь, говорит, папа издевается. Подсохнешь. Но маленький результат лучше, чем без результата. И за него пострадают 200 спящих солдат. То есть спящих солдат тоже как бы играются. Так что... Чего 12 ставишь? Мы раньше почему-то думали, что этот мост будет светиться, и вот эти троса почему-то. Троса не светится, только вот эти вот огни зажигаются вдоль вот этой трассы и на самых верхушках. Дорожное полотно. Да, и все. Так, мы вот дошли до таблички, и написано: на этом месте 1 октября 1969 года была сформирована первая ВМФ СССР бригада разведывательных кораблей Краснознаменного Тихоокеанского флота. Вот здесь вот. Вы тут заметили, на стоянке очень много машин стоят без номеров. Вот. Все без номеров.
откуда-то привезли их. Вон без номеров. Вон без номеров. Короче, очень-очень много. Вот он мост. Туда идет. Мы идем под мостом. Это мы поднялись на улицу Светланская. Вот, Светланская, 51. Напоминает. Шперь? На Киров похож, да? А, Киров. Да. Ну да, это такая же гора центральная, ага. Есть такое. Ура, мы дошли до арки цесаревича. Вот она, какая ты. 28 апреля 1880 года. Театр кукол. Приморский кондитер. Вон, скверик. Голуби, тигр. Ну-ка, пойдем почитаем, что тут за надписи такие. Николаевские триумфальные ворота. Арка цесаревича, она же. Были сооружены в 1891 году по решению Владивостокской городской думы для увековечивания памяти посещения Владивостока его императорским величеством, государем-наследником цесаревичем Николаем Александровичем, будущим императором Николаем II. А, еще первозданная арка была разрушена в 1827 и воссоздана в 2003. Ничего себе. Тут какие-то китайские разборки идут. Ругается. Вот. Блин, мы идем, тут везде речь китайская. Это тоже с Китая. Детские дни. Или с мамой, или со мной. Аня, что это за церковь? Мы посмотрели по карте, это Андреевская церковь-часовня. Так, мы на тут по верху пройдем. Папа спустился, а мне кажется, мы тут можем. Думаю, не надо. Оп. Ух ты! Вов, зенитные пушки, да? Зенитные пушки? Вечный огонь. Мемориал воинской славы, вечный огонь. Поднимемся опять наверх. О, это, наверное, ровно. Сейчас посмотрим, сколько время. Время 14:30. Руль. Советские военные моряки в битве с фашизмом героически сражались за дело коммунистической партии и народа. Пойдем? Это музей, да? Давай. Сходим в музей. Коричневый заход, пройдете лодку и выход в конце. Фотографироваться, видео-то можно снимать. Детский стол. Ой. Это мы в лодке, да? Да, это настоящий по-другому. Только переделано это музей, видите? Ага.
Ой, смотри, Ань, фотоаппарат Матвеева. Ты раньше, знаешь, вылезет птичка. Взрыв такой. И надо еще всем улыбаться. Поэтому раньше никто не улыбался. Мне кажется, это было очень страшно. Фишки, телефон связи, я такой предыдущий день. Это не как просто телефон. Рух взял, так взял. Тут самое главное, это провод еще был. Вон таблица перестукивания. Морзе. 1-1 это А, 1-2 это Б. То есть вот так вот, смотрите. Вот это. 1. Это Б. В. Г. До 6, видишь, максимум 6. Е это 6. А я это 5-5. То есть сос получается, сос, это значит... Сос это 3-5. О это 3-2 и опять 3-5. Так с ума сойти перестукивать. И ну, сос этот. Не, так и есть. Я такой штурвальчик маленький. Не как вы думаете, вербля, какой маленький? Сейчас ты по-другому. Так же азбука Морзе, да. Нет, она по-другому. Почему Сос азбука? 100% по-другому. Там Мне кажется, она не меняется. Азбука Морзе, мне кажется, она единая для всех. С56. Вот она, да? Продолжение осмотра. О, Аня! Сейчас я на Аню посмотрю реакцию. Давай закроем. О, закрывается вот так. Офигеть, да? Ты не открывай, не открывай. Как будто мы там. А наши ключи, знаешь, как они залезали? Показать? Держи. Вот так они, смотрите, вот так залезают. Вот так. Не вылезай, убьет. Не вылезай, убьет. Смотри, как тихо здесь. Кинь, что она? Кошмар. Краники, трубы. Ну, никогда не были так настоящие, да? Да. Вот так он стоит. А, вон смотреть можно тут что-то или слушать. Да. Это этим перископом. Нет, там закрыто, наверное. Ничего не видно? Здесь он болтает. Малый ход. И тут тоже болтаю. И тут, знаешь, что-то было. Ну, Канька, держи. А тут-то сколько краников. Мама дорогая. А, видно? Видно? Ты чё? Я смотрела. А куда смотреть? Тут несколько дырочек. Ну, я вот большую самую. Потом не Аня дашь, да? Что-то видно? Нет, там ничего. Ничего не видно? Какая-то золотинка блестит, но это фонарь какой-то, видимо. Так это вон справа. Давай. Продолжение. Ни хрена нет. Вообще, ничего нет? Ну ладно, не можешь тогда. И будем как каракатица. Ой, господи. Ой, я испугалась. Это что? Рубка? Ничего себе, там раковина, зеркало. А, это он здесь жил, да, получается? Да. Кружка вон как в поезде. Стул, столик. Фотографии, Так, семейные мало, часы. да? Картина обязательно. Умывальник, полотенечко. Он тут спал. Ой, это для автора, я не помню. Грачи Я помню в прилетели. художке на экзамене был вопрос, что за картина, но я не помню. О, Вань, смотри. О, Сталин. Фотографии. Здесь отдельно радист сидел. Нельзя. Рубка это гидроакустики, это он слушал. Ваня, иди сюда. Ваня. В таком маленьком помещении, да? Ну, Ой, мамочки. Стой. Я думала, нас тут уже ругают. Давай,
Ваня, сейчас пойдем дальше. Дядя Кирилл. О, Господи. Ты тоже на китайском. Это такой кушетник, как можно сказать? А что по-китайски? Это для кого? Чтобы они тоже понимали. Для этих хомяков. Для хомяков. А это что, торпедный отсек прям настоящий? Или это просто спальня? А, это то и то. Они же не спали вместе с Да торпедами? нет, конечно. Ну, видимо, объединили. Ой, ой, ой. Надеюсь, вы не ругаетесь. Ой. А вот торпедные отсеки-то, видишь? Сейчас чайка на тебя вылетит, не боишься? Улица. Блин, такой язык прикольный. Я Такой тоже хочу знать такой язык. вход там. Вот, а, вот, Вова, С-56. Военных кораблей. Приморская митрополия. Русская православная церковь. Пойдемте пиво купим. Вот она, русская православная церковь. Площадь борцов революции. ЖД вокзал Владивостока. Так, откроем зонтик. О, напольные фонтаны, как у нас в Сосногорске. Ой, они разные, ничего себе. Мы идем на морской вокзал. Посмотрим. Одуванчик, полевой лекарственный. Так, мне сейчас... Взял телефон сам, затемнил мне все. Тут стояночка, вот рядом с морским вокзалом. И все машины без номеров. Вова, я уже выбрала твою машину. Вон. Шутка, я даже не знаю, что это. Выбирайте. Какую? Вот из этих машин, которые здесь стоят, вот так визуально. Ну, вон там хюндайчик вроде бы или Subaru. Вот одинаковый Subaru, это Hyundai. А покажи мне пальцем, Вов. Ну, они беленькие стоят. Ну, нет, у них эта жопа что-то мне не очень нравится. Ну, вон Соренто стоит, он вдалеке. Ну, нет. Это что? Поперек встал? Это гелик, нет, белый? Это гелик? Да нет, какая-то китайская, японская, китайская. Ну, как-то так. Я думаю, все, можно идти дальше. РЖД. Экспресс в аэропорт. Вот он, морской вокзал. Такое здание вот это красивое. Владивосток что-то написано.
Все, дошли мы, я вижу. Столовая. Надеюсь, приличная. Ну, оценок много как бы. Салат одуванчик с овощами. Так интересно. А это огородный. Крошка, пироженка, палтус, чай, салат. Салат из одуванчиков решили взять. Золотые рыбки, рис, 2 чая. У нас вышло 1603 рубля. Морской вокзал. Это выход к платформам. А вот он, смотри, какой красивый. ЖД вокзал с этой стороны. Кто-то объявляет. Давай, держи. Ага. Группа какая-то организованная приплыла. А, наверное. Там выход. Давай. Мы находимся где? Вот здесь вот. Вот нам потом туда надо идти. Вот на эту набережную. Туда. Потом отсюда так пойдем. А у кого зонтик? Угу. Давай, пойдем. Что-то, Я думал, прям здесь вода. что-то не вижу, где там плыть-то туристам. А? Че? Где там туристам плыть? Где, Там отсюда. где они тут плывут? Взяли карту, а тут все по-английски написано. Вообще нету русских карт. Да, Владивосток, Sea Passenger Terminal. И все. Так все ж понятно. Ну да. Мы вообще как будто в китайском этом. С китайской стороне, тут одни китайцы. Да, тут просто матрешки, ничего такого нету. И все автомобили из Японии.
А, вот Пегас. Вьетнам, Турция. Выходим? Тоже говорю, что она на Нике только почти учится, а она очень хочет. Не, ну Вероника тоже, О, кстати, думает, смотри. после 9 учить. смотри. Владивосток, Советская гавань, Владивосток, аэропорт, Кипарис, Кипарисо, наверное, Кипарисова какая-нибудь аллея. Владивосток, Владивосток, Гайдамак. Кипарисова, Влад. Гавань, Владивосток находится. А, Кипарисово, Владивосток, наверное. Расписание. Иди сюда. Ага. Ой, сейчас опять все надо сдавать. Камера хранения. Вау. Петр Первый. Ничего себе тут. Форма военного коменданта железнодорожной пассажирской станции 1995 года образца. Такие телефоны и у нас были. Цесаревич Николай Александрович. Выпускники паровозных машинистов технической школы ЖД. Штампы. Это ключи замка Мелентьева. Крупка. Николай II. Был русский генерал-лейтенант, известный своим участием в Крымской войне. Не знаю, зачем мы тут украсили. 15 лет и командовал пехотным полком. Ой. Владивосток, Советская гавань. Ну, вот сейчас уже участие. Вы проводим пойдем? Да, проверять. Почти. Вот любители прямо поездах любят ездить в Москву, да? Едут сколько? Неделю почти сюда. По готовности. Приносим Ош свои Лимин. извинения за доставленные неудобства. Табличка на ЖД вокзале. Уважаемые пассажиры, пригородный скоростной поезд до станции аэропорт Ильича имени
еще вот такая табличка. На железнодорожном вокзале город Владивосток 23-24 августа 2002 года останавливался генеральный секретарь Трудовой партии Кореи, председатель Государственного комитета обороны КНДР товарищ Ким Чен Ир. Идем по улице Первая Морская. Дом, где жил военный инженер Шошин. 1915 год. Ой, смотрите, какая крыша у дома. Так интересно. Аня перевела с Южной Кореи на русский и написано «Известная семья». Ну, название, конечно, странноватенькое. Ну что, может быть, вот дерево, видишь, древо. Ну что там, пишет? Подожди. Все ждем. Что же там Ну, написано? известная семья, да. Все, вот это известная семья. Я так перевел Google переводчик. У Ани в телефоне. Так? Нихао. Нихао? Да. О, сейчас мы кому-нибудь... Нихао, нет. Сейчас я буду всем говорить нихао. Нихао, нихао. Мы учим уже китайский язык. Надеюсь, там нет такого ударения там. Нихаю. Есть. Там, Нюхаю. Нюхаю. Ударение есть. Нихао. Ударение. Так, на ком проверить-то? Давайте. Кто будет наш первый счастливчик? Да. Дальневосточная логистическая компания. Такая клумбочка рядышком. Что? Как? Я не знаю. А где по-русски-то? Да, ты громкую. Хие. Смотри, видишь, где? Ой, есть такая. У кого-то домик вон. Домик. Морская, 15. Нет. А я хотела бы. Ну, хорошо. Моряк мой. Вот представляю, да, отправляться там несколько, ну, на год, на два. Знаешь, это за остров? Плавание в океан. Это уже все, это следующая, это уже материковая часть. Работа на корабле. Это полуостров. Там слева бухта мелководная, а там бухта песчаная. Песчаная. Это уже все, это материк пошел основной. То есть мы вот на полуострове влазим. То есть это вот это Амурский залив. То есть мы, получается, вот стоим здесь. Вот так надо. Это Амурский залив. Вот мы смотрим вот на этот полуостров. А это все. Материковая часть пошла. А это Амурский залив. Я уже запуталась. Это мы идем по улице Набережная. Высоко мы идем. Нихао! А туда говори. Нихао! Папа выучил. Только мы еще пока никому не сказали. Пока некому говорить. Вот, спуск, наверное. А, Да. нет. Это называется спуск. Давай посмотрим, что там. Свободное падение. Сейчас посмотрим, что там. Ну да, свободная. Давай, мама, мы сейчас по кустам туда, да? Пусть по кустам идет. А мы пойдем. О, там пляж. О, там люди купаются. А. Ну да, вон пляжные, вон, видишь. Стоят. Детские ползалки. Аня, а как залив называется? А дуванчик по его лекарственный. Ань, ты же знаешь. Амурский залив.
А мужский залив, да. Крутая лесенка вниз. Нина мокрая. Носки. А? Как в воде? В воде-то как подойти? У меня они все равно сырые насквозь. Я могу подойти. Туда пойдем, да? Мне кажется, туда надо. Там же спортивная набережная. Там-то уже все, конец. Не, а там мы не были. Там? Да. Ну пойдем. Что, потом ты будешь свои кроссовки одну Так, я уже вижу живых крабов. Какие огромные. Здравствуйте, а крабы в какую цену? Крабы 3900 килограмм. 3 908 килограмм? 3900 килограмм. А, 3 900 килограмм. Угу. $3900 килограмм. О, набережная. Класс. 3900 килограмм. Сейчас папе не будем озвучивать. Сейчас меня спросит. Вова, цену говори. 3900 килограмм. Папа пошел. Я тоже пошла. Ноги мочить. Есть. Я взяла. У нас даже купальники есть. Ну, купальники это, наверное. Мыться негде, потом соленую воду смывать. Или есть? Нет, наверное, да? Не, мы такой. Есть, думаешь, Только что? унитаз ходить. Если только вот там оборудованные. Не знаю. Ой, это вы сейчас прямо в море насобирали? Вот это? Прямо здесь? Ой. Представляешь, прямо в море. А. Ну нам не надо, нам не надо. А то нам некуда их. Спасибо. Пахнут, нет? Папа вступает Блин, босиком-то не очень. в Японское море. А что-то тебя-то хотят? Мама, зачем? Папе тоже дают. Они просто так тут лежат. Так Да. вон они, да, вон он. Вон их куча. Вон папа там что-то. Ага. Держи. Держи. Ничего Питьевая? страшного. Там немножко. Ничего страшного. А что ты хочешь? Да, могут сполоснуть, да и все. Ступаю. Холодненькая вода-то, я думаю, тут купаться, наверное, не очень. Ай, больно, но можно ходить. Японское море. Блин, надо было, вот видишь, шлюпки надо было с собой взять, мне кажется, да? Да, тут такое, ну, каменное. И очень много здесь, как их называется? Ой, морские звезды. Звездочки Морские морские. звезды? Да, они просто ходят, их собирают. Аня, можно меня сфотографировать, пока я в воде? Их уже не осталось. Я нашла звезду, я не обманываю.
Такую же маленькую? Я ее нашла, я тебя могу. Вова! А, сейчас. Попробуй. Чуть-чуть. Ногой попробуй. Чуть-чуть не хватает руки, сейчас. Ладно, ногой. Нельзя. Все. Вова! Ого, Мама у тебя нашла. больше? Звезду. Она живая хоть, шевелится? Ну, конечно, живая, да. Усики там шевелятся? Да, 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 вон они все складываются. Я тебе покажу, как они шевелятся. Господи. Выловила морскую. Не, вода, конечно, навряд ли я бы сейчас искупался. Я бы искупалась. с Купалась бы? удовольствием. Да. Хорошая вода. Да? Конечно. Или у меня с непривычки? Смотрите, усики. О, руки, усики большие. Да, они не шевелятся. Смотри. О, ой, прикинь. Она вот ими двигается. Да. А, Прикиньте, мама нашла звезду. Давай я тебе на лоб положим. Давай. Ты ж- Давай. А если Аня. присосется? Ань, да. А если присосется? Да папа, да Не надо. все, фу. дотронулась. Ты дотронулась. чё? А я, может, нельзя так делать? Да можно, Прикинь можно. ты, может. Да Вы- подожди, Вов. Тихо. О! Смотри, на лапки опускать, смотри. О, все лапки отпускать, сейчас она поползет тебе. Поползет? Да, это теперь домашнее животное у Вовы, вместо Роси. Чего? Ну, на время. О, смотри, она прям шевелится, да, лапки кверху он поднимает. Я забыла сказать нихау, но я подошла к женщине, ну, взяла переводчик, написала: здравствуйте, ну, она звезды эти собирает. Я говорю, их можно есть? Что вы будете с ними делать? И подхожу к ней, он же перевел на китайский. Она такая... И я ей такая раз, чтобы с китайского на русский она мне писала, такая, ей даю. А там же у меня нет китайских иероглифов, у меня же все по-русски, весь алфавит. А она такая раз сообразила Мне кажется, быстренько, там сделала пять, на громкую нет? связь. И Всё, что-то пойдём. по-китайски сказала, и мне переводчик, ну, перевел на русском все. И она сказала, что, типа, немножко поддержим и их отпустим. И вот они уже их отпустили. Вот они. Вообще, так что можно общаться с помощью переводчика без проблем. Самый прикол, что мы с Аней шли и с Вовой тренировались всю дорогу. Нихау, чтобы не забыть. Как только встретили, нихау из головы просто вылетело. Вообще, не применили нихау. Ну, через телефон только написала «Здравствуйте». Ой, как хорошо ногам стало вообще. Единственное, что вот светлые кроссовочки, они у меня тряпичные, вот эти носы пачкаются до невозможности. Папа не может, все, пошел еще. Ты все, натрогаться не можешь? Нет, я же ногами стоял, а руками не трогал. Да тебя уже морская звезда целовала. О, надо же умыть лицо. Ну, так собирает, видишь, сколько. Тихоокеанская вода. Это берег Тихий океан. Ну, скажем так, технически. А, ты сказал дуванчик полевой? Я сказал, здорово, Андрей. А? Да, вода Прозрачно. чистая, прозрачная Заметь, водичка. не водоросли, как на этого в Анапе в этой, да? Чего, да, Ну нет. да, там вот песочный какой-то пляж, типа, видишь? Да, ну там даже значок написан, у нас пляж.
Ну не, я купаться не могу, потом и в соли я не смогу. Ну вот я и говорю, если нету тут этих. Я даже сейчас воду помыл, мне щипит сейчас лицо. Щипи? Да, потому что соли много очень. Ничего себе. Ну, я сегодня брился утром, но все равно. Я чувствую, как это. Так, знаешь как? Если бы у меня такое лицо, сейчас кожа была бы вся, я бы не смог бы сейчас рубашку. Амурские тигры. Ну, в общем, сейчас вот так идем, потом вот туда идем куда-то. Интересно, как телевизор будет переводить это все? У нас прикол, мы вчера стали смотреть. Реально, кстати. Подожди, он же только русский переводит. Не знаю, наверное, все языки переводят. Мы вчера стали смотреть мои клипы в YouTube по телевизору Ханаба. А телевизор все говорит на английском, на китайском все написано. И мы сделали переводчик на русском языке. Мы ухохотались от этого переводчика. Вообще так смешно, скажи, Ань, да? Ну да. Вчера весь вечер просто за животы держались. Вообще. Мы идем по набережной спортивной гавани. Сейчас. Сейчас посмотрим, что там. Улица Адмирала Фокина. Вот сейчас будет улица Адмирала Фокина. Ой, сколько там народу, да? Что? Это как-то называется? Ну да, покупаешь. А. Класс. Все в крабиках. Там просто каждый второй раз ходил с лабубовцами. Там у нас был большой за 700 рублей. Сочи 10 тысяч. Гамаджоби. Супре. А, это ресторан Супра, что ли, который самый известный из этого? В грузинском-то мы были вон недавно. Да, в грузинских каникулах мы были. Там мы Сингапур. Это улица Адмирала Фокина. Чем-то это напоминает Симферополь. А мне Альметьевск почему-то. А это улица Никольская, Москва.
Голубь сидит на проводах. Так, выходим на улицу Алеутская, дом 27. Перебегать? Какое-то очень высокое здание с флагом. Дом правительства? Сейчас они то посмотрят. Не знаю. На карте что-то обозначено? Сейчас я открою, посмотрю, что это. Да, мы как и посмотрели, это правительство края. О, кричат там карпуши. А это Светланская улица, запомните, Светланская улица. Я хочу тут самый такой. Кипиш. Ага. Тут еще торговые точки. Обычно они уже нигде, ну, не разрешены. Нормально, когда идешь. Улица Светланская. Концертный зал. Ой, так интересно. Железная дорога, автодорога. Нам надо потом на эту сторону. А мы в противоположном направлении поедем, да? Опять переходим. И тут опять идут все торговые лавочки. Вон они, дождевики. Не нужны нам? И тут все в лавочках. Очков я заметила очень много, да? Дороги, да, они как бы... У меня в сумме, получается, мы потратили на проезды, вот метро, автобус, где-то порядка... Вот за 2 дня, что мы были, 3000 где-то. В Москве, да? Так, мы приехали на 31-м автобусе до Тихой бухты. Сейчас будем спускаться по лесенкам. Да, мы идем по карте. Сейчас я отключу. Вот так мы и шагаем с одной лестницы. Пройдите по лестнице. Теперь по другой лестнице. Он говорит, поверните налево, затем пройдите снова по лестнице. Нет, это мет... О, Господи. Я видела, как Аня подпрыгнула. Я чуть не упала на нее.
Мало ли кто тут, медведь. О. Так, не прыгать не надо. Дальше куда? А, вон лестница. Можем сократить путь. Ой, какие мальвочки красивые. Ой, там целый цветник. Не только Разве не по этой лестнице вниз? Ну, да. Ну, следопыты. Вот как ориентир по карте. Тут пригодится. Ну, там Ориентир по карте. Ване волосы сегодня с самого утра. Она сходила в душ, помыла голову. Я говорю, Ань, ладно, не будешь сушить голову, пошли так гулять. Так сюда с самого утра. Мы сейчас холодной водой мыло. с утра так и пойдем. Это, домой придем, у Ани все волосы сырые не высохли. Вообще. Так хоть лестница-то? Ань, та, да? Ну, все отлично. Ой, с одной части города мы идем на другую часть города. Мы сейчас проехали на автобусе, стоимость 45 рублей с человеком. Там вообще туман, ничего не видать. И там тоже самое. Вова, расскажи, ты думал, что мы купили одного краба? Я думал, мы купим, ну, как бы, вот такого краба, и вот тут у него клешни, он же спереди у него клешни, как бы, да? А тут, оказывается, получается не один краб. Сколько? Ну, так приблизительно, ну, 3 точно. Какое 3? Их тут 33 краба. Ой, господи, это мы купили на 3 килограмма. Мы думали, что мы одного краба покупаем. Ой, господи. Кстати, у нас туман. Вообще моста не видно. Даже намеков нету, что там мост. Просто все в тумане. Ну, представляешь? Ничего нет. Полностью накрыл туман. Там тоже море, но его тоже не видно. Да. Краб, масло, это все фигня. Сейчас Оно не папа стоит. скажет. Ну, давай, папа. Вова. М. Как? Смотри, как я делаю. Я просто беру так, разламываю. Как бы ножницами, конечно, надо, но оно, в принципе, так ломается нормально. О. Угу. Ну как? Да.